Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Вчера в Астане вышло решение суда. Марата Желамбаева осудили на 7 лет. И суд проходил в закрытом режиме. Вообще адвокат даже не знал, что будет озвучивать сам приговор. И он попал буквально на последние 5 минут, когда зачитывался приговор. Притом через Zoom. И предупредили его буквально за 15 минут до того, как все это должно было быть. Это вообще процедурно, процессуально наши законы не позволяют такие вещи делать, но тем не менее это произошло. Как вы понимаете, даже сам закрытый суд, это вообще был беспредел. Там ничего секретного нет, как они прикрывались в деле комитетчиков Карима Масимова, что якобы там государственные секреты. Какие могут быть государственные секреты в деле Марата Желамбаева? А суть была в том, что они таким образом хотели свои прикрыть незаконные действия. А в чем суть обвинения Марата Желамбаева? Что он якобы финансировал неких людей, которые причастны к экстремистской деятельности демократических выборов Казахстана, якобы. Но сама же прокуратура, когда эти люди, представители партии Алга Казахстан, написали заявление в прокуратуру с требованием опровергнуть это и провести расследование, что следователь и представитель прокуратуры фактически вступили в сговор, чтобы засадить в тюрьму Марата Желамбаева. Сама прокуратура ответила, что к ним нет вопросов, что они не являются представителями какой-то экстремистской организации. Но тем не менее, именно за это и осудили Марата Желамбаева. В закрытом режиме, когда никто не мог присутствовать в суде и так далее. Суть в том, что вот этот суд сработал по приказу Токаева, и таким образом эта власть хочет запугать народ. Запугать, чтобы никто голову не поднимал, жили рабской жизнью. Вот, собственно, это итог, почему режим смог это сделать. Потому что наш народ молчит. Миллионы недовольны, миллионы в социальных сетях, вчера я видел гигантское количество комментариев, выражают свое возмущение. Но, тем не менее, когда мы призывали выходить на массовые митинги, мы этих миллионов, к сожалению, не видим, даже тысяч не видим. Вот, собственно, в этом причина. Я в этой связи хотел бы сказать следующее. Власть сделала гигантскую ошибку, просто невероятно огромную ошибку, и мы, как представители оппозиции, должны эту ошибку использовать и нанести им серьезные удары. В чем суть ошибки? Всегда власть применяет людям те или иные обвинения, например, финансовых якобы нарушений, в заказных убийствах, подкидывает наркотики, подкидывает оружие, обвиняет причастность к каким-то экстремистским организациям, подкидывает некую литературу, там, якобы запрещенную, религиозного характера и так далее. Вот в случае с Маратом этому режиму было сложно что-то вбросить, и поэтому они провели закрытый суд, потому что он не религиозный человек, он просто спортсмен, притом всемирно известный спортсмен. И все его успехи за 30 лет никто не смог повторить. Он пересек самые известные огромные пустыни. И вот такой рекорд никто в мире пока не смог повторить. Когда-нибудь, возможно, кто-то и превзойдет его, но сейчас за 30 лет никто не превзошел. Представляете, вот человек, который продемонстрировал, показал, поднял флаг Казахстана. И вот такого человека эта власть посадила в тюрьму в закрытом формате. Ясно, что такой человек во всем мире был бы не просто знаменит, о нем снимали бы фильмы легендарные. Он бы был награжден самыми высокими орденами своей страны и так далее. Вы видите, что в нашей стране, в стране знаменитых людей сажают в тюрьмы. И в нашей стране никогда не появились бы светлые головы, как Билл Гейтс или Стив Джобс и так далее. Потому что любой, который так себя проявляет, это люди независимые, с сильным характером, и режим таких людей подавляет. Но я, уважаемые друзья, в этой связи что хотел бы сказать. Власть сделала глупую ошибку, при этом всем, что Казахстан подписал ряд международных соглашений с Европой, с Америкой и так далее. В рамках этих договоров Казахстан гарантирует свободу и права граждан нашей страны. И вот на этом примере четко демонстрируется, что ничего этого нет. Прямо Казахстан нарушает права и свободу граждан.
Второе, там же в этих соглашениях говорится о свободе политической деятельности. Партия Алгу Казахстан, председателем оргкомитета, который является Марат Желымбаев, не регистрирует 20 раз. А вы помните, в ноябре прошлого года Токаев клялся, говорил, что будут конкурентные партии, власть будет их регистрировать, они могут свободно пойти на выборы и так далее. То есть непрерывно врал. И миллион людей продолжали, кстати говоря, некоторые до сих пор продолжают верить. Но, к сожалению, вот такие глупые, наивные люди. Я должен прямо говорить, что это глупые, наивные люди. Может, они и проснутся, чуть-чуть добавится у них что-то в мозгу, они будут менее глупыми. Поэтому я, может быть, высказываюсь так резко. И вот на примере Марата видно, посадили человека за критику, нет свободы слова, посадили за то, что он руководил и пытался зарегистрировать партию Алга Казахстан и продемонстрировал, что эта власть не регистрирует партии. Он требовал расследования по массовым расстрелам по приказу Токаева в событиях Кантар. Это не произошло. То есть целый букет нарушений и как внутренних законов, так и международных договоров, которые подписал Казахстан. И, конечно, мы будем прилагать все усилия, чтобы имя Марата Желымбаева звучало во всех кабинетах Европейского парламента, в западных парламентах, в Госдепартаменте США. Я видел, уже сделали ряд заявлений международных известные правозащитные организации. И если вчера Марат бежал впереди с флагом Казахстана и прославлял нашу страну, то сегодня мы будем показывать, как режим расправляется с теми людьми, которые прославляют нашу страну. Мы это будем показывать. И пример Марата Желымбаева очень и очень хороший, яркий, показательный, потому что это знаменитый человек. Знаменитый во всем мире. Вот. Так что, уважаемые друзья, власть сделала вот такую гигантскую ошибку, и мы должны это использовать, чтобы наносить международные удары. Потом мы знаем, что Марат пользуется поддержкой внутри нашей страны, и как лидер партии Алга Казахстан, и просто как человек, который совершил пока беспримерные спортивные подвиги. В этой связи партия Алга Казахстан сделала заявление о том, что они будут бороться за него, и бороться и внутри страны, и за рубежом. Я просто помню, как в 2019-2020 году наши граждане самостоятельно двигались, требовали освобождения многих политических заключенных, в том числе которых был известный гуру уранового рынка мира Мухтар Джакшев. И благодаря этому вашему давлению, уважаемые друзья, вашей инициативе, вот ряд политических заключенных были освобождены. И я считаю, что мы такого рода работу должны тоже продолжить и действовать. Действовать, как в случае с Маратом Желымбаевым, журналист Мухаммед Карим, Дума Мухаммед Карим. Мы недавно все были свидетелями, когда осуждали журналистку Тлеужан. Вы же помните ее, когда она выступала с яркой речью по своему судебному процессу Айгерим Тлеужан. Она запоминающая. И сейчас я недавно видел сообщение, что она проходит голодовку в зоне. То есть эти люди, я считаю, цвет нашей нации. Недавно наши граждане смотрели фильм «Оян Казак», и многие плакали и говорили о том, что посадили их родственников, у кого-то отец, у кого-то дед и так далее, что сталинский режим такой плохой. И фильм этот был профинансирован государством, и он был показан при Токаеве, при президенте Токаеве. Я видел, как некоторые люди выступали и говорили, что вот в сталинском режиме было плохо. Я хочу вам сказать так, уважаемые друзья. При этом режиме Назарбаева, Токаева, политических заключенных не меньше, а то может быть и больше. С учетом того, что сейчас у нас есть возможность рассказывать о тех или иных героях, вы наяву их видите. Вот как Марат Желымбаев, Айгерим Тлеужан, Мухаммед Карим, Думан, тоже, пожалуйста. И таких героев в нашей стране много. И они нуждаются в вашей поддержке. Не в слезах тех, которые вы сейчас, может быть, искренне проливали по алашевцам более 100 лет назад. И говорили, вот какой был режим был плохой, и народ его не поддержал. Так вот сейчас народ не поддержал именно этих людей известных, и поэтому они находятся в тюрьме. Подвергаются репрессиям, давлениям. Этот режим задерживает людей, которые еще даже не выходили на митинг, делает все это заранее. И
И все это благодаря молчанию нашего народа. Сегодня мне одна женщина, активистка, прислала голосовые сообщения, где она в отчаянии говорила: ну почему наш народ такой пассивный, почему он спит? На что я просто ответил: у нас нет другого народа, какой есть, такой есть, мы с этим народом будем работать. И вот за долгие годы этой работы я вижу, что перемены идут, сознание меняется, но, к сожалению, как выяснилось, сознание миллионов — это самое инерционное, что может быть. Медленное, медленнее, чем любая машина, самая отсталая, медленнее, чем черепаха. Сознание людей меняется медленно, но оно меняется.